Предлагаем вашему вниманию статью русского философа князя Николая Сергеевича Трубецкого, написанную автором в 1925 году в эмиграции. Князь Трубецкой считается основоположником идеологии евразийства, именно ему принадлежит заслуга формирования основных мировоззренческих тезисов евразийства, которые впоследствии были развиты целой плеядой крупнейших русских мыслителей, от Петра Савицкого, Николая Алексеева и Льва Красавина до Льва Гумилева. Типичный представитель княжеского рода, Трубецкой получил классическое образование, специализировался в области лингвистики. Во время гражданской войны оказался на стороне белого движения, эмигрировал в Европу. С 1923 году преподавал на кафедре славистики Венского университета философию и историю славянской письменности. В эмиграции князь Трубецкой считался душой евразийства, его главным теоретиком, в то время как функцию политического вождя в евразийстве исполнял его близкий друг и сподвижник Петр Савицкий. В 1937 году в Вене Трубецкой был схвачен гестапо и несколько дней провел в заключении. Пожилой ученый так и не смог оправиться от удара и вскоре умер. В одной из своих работ, он писал: на востоке и на западе Кавказа имеются области, которые нельзя вполне причислить ни к Закавказью, ни к Северному Кавказу. На востоке это Дагестан, на западе – Абхазия. Положение Дагестана таково, что ему необходимо даровать очень широкую автономию. Вместе с тем Дагестан мало однороден как по своему этническому составу, так и по своему историческому делению. До завоевания русскими Дагестан делился на целый ряд мелких ханств, совершенно независимых друг от друга и не подчиненных никакой верховной власти. Традиции этого прежнего дробления сохранились в Дагестане и по сие время. Административному объединению Дагестана сильно мешает отсутствие общего языка. В прежнее время дело доходило до того, что официальная переписка и делопроизводство велись на арабском языке, и на том же языке издавались русские правительственные объявления. Туземных языков слишком много, в Андийском округе на протяжении 70 верст по течению Андийского Кайсу говорят на 13 различных диалектах, всего туземных языков в Дагестане около 30. Существует несколько международных языков, служащих для сношения горцев различных аулов между собой. Таковыми являются языки аварский и кумыкский в северной и азербайджанский в южной части Дагестана. Очевидно, официальным языком следует сделать именно один из таких международных. Однако далеко не безразлично, какой именно из языков выбрать для этой цели. Кумыкский язык является международным почти всего Северного Кавказа, от Каспийского моря до Кабарды включительно, азербайджанский господствует в большей части Закавказья, кроме Черноморского побережья, и кроме того в Турецкой Армении, Курдистане и в Северной Персии. Оба эти языка тюркские. Надо иметь в виду, что при интенсификации экономической жизни пользование международными языками приобретает такое значение, что вытесняет туземные языки. Многие аулы южных округов Дагестана уже совершенно обазербайджанились. Вряд ли в интересах России допускать такую тюркизацию Дагестана. Ведь если весь Дагестан тюркизируется, то получится сплошная масса тюрков от Казани до Анатолии и Северной Персии, что создаст самые благоприятные условия для развития пантуранских идей с сепаратистским, русофобским уклоном. Дагестан должен быть использован как естественный барьер на пути тюркизации этой части Евразии. В северных и западных округах Дагестана дело обстоит сравнительно просто. Здесь следует признать официальным языком аварский, являющийся и без того родным языком для населения Гунибского и Хунзакского округов и международным языком для Андийского, Казикумухского, частью Даргинского и частью Закатальского округов. Следует поощрять развитие аварской литературы, прессы, вести этот язык во все низшие школы перечисленных округов, а также в соответствующее среднее училище как обязательный предмет. Сложнее дело обстоит в прочих частях Дагестана. Из всех южно-дагестанских племен самое большое, кюринское, занимающее почти весь Кюринский округ, восточную половину Самурского и северную часть Кубинского уезда Бакинской губернии. Из всех нетюркских туземных языков этой части Дагестана кюринский язык самый простой и легкий, он близко родствен некоторым другим туземным языкам того же района. Поэтому его можно было бы сделать для этой части Дагестана международным и официальным. Таким образом, Дагестан в языковом отношении оказался бы поделенным между двумя туземными языками, аварским и кюринским. Эта статья была написана русским философом, исследователем и географом князем Николаем Сергеевичем Трубецким в 1925 году.